Призыв врачей о нехватке крови в связи с карантином на Назрановской станции переливания услышали многие. Жители региона охотно отдают 450 мл бесценной жидкости. Откликнулись на просьбу и сотрудники различных муниципалитетов региона. Так, Хеди Алхастова со своими коллегами из Назрановской администрации решилась принять участие в благородном деле. Может быть, наша кровь спасет чью-то жизнь. Мы очень на это надеемся, что поможем. Я, правда, первый раз даю, немножко страшновато. Но думаю, что и в последующем дальше будут давать. Поделиться своей кровью решили сотрудники Сунжской районной администрации. Но перед сдачей потенциальному донору необходимо подготовиться. После прихода на станцию участники должны пройти предварительное лабораторное обследование и консультацию врача. А перед этим спать не менее 7 часов. Утром натощак можно выпить чай с конфетами или печеньями. Есть жирное, острое и калорийное запрещено. Гречку можно на воде, оладик, если он там без масла, без сгущенки, сметана. Но так обычно не бывает. Обычно с чем-то кушают. Кровь нельзя сдавать, если после серьезной операции не прошло полгода, при хронических заболеваниях, или если после лечения или операции на зубы не прошло и 10 дней. Вес человека, сдающего кровь, должен быть не меньше 50 килограмм, а возраст не младше 18 лет. Но несмотря на такие ограничения, желающих помочь немало, что не может не радовать врачей. Сейчас в приоритете практически все группы крови. За прошлую неделю была острая необходимость во всех отрицательных группах. Сейчас такой острой необходимости у нас не стоит, но по всем группам нам нужна кровь разных групп. То есть и первая положительная, и вторая положительная, и отрицательная группы в том числе. Как раз одна из перечисленного списка группа, вторая положительная, и у Микаила Султыгова. Кровь сдает уже 5-й или 6-й раз. Донором решил стать после того, как отец попал в больницу. Год назад примерно я начал сдавать кровь. Родственник. Отец мой заболел, мы лежали в больнице, онкодиспансере, и я видел, как там привозят кровь, и то, что ее не хватает. И я приехал сюда, дал кровь для своего отца, и мне это понравилось, я начал каждые 2 месяца сюда ходить. После сдачи крови донору вручают вот такие вот значки с обозначением его вида крови. Дарят их волонтеры молодежки, ОНФ. Параллельно организаторы акции пришли сдать кровь. Хотел призвать всех наших жителей, чтобы они проявляли активность, становились донорами, потому что любой человек может оказаться в той ситуации, будет нуждаться в донорской крови. Кровь – это сложная биологическая ткань, которую невозможно создать ни в одной лаборатории мира. Дать ее может только донор. Но возникает вопрос, может ли стать донором тот, кто переболел коронавирусом? В период пандемии этот вопрос на устах у многих. Если человек все-таки перенес это заболевание, если произошла только легкая степень заболевания, то он может прийти и сдать кровь спустя месяц. Если же заболевание перешло в более тяжелую форму, было с осложнением, с пневмонией, то такой донор может прийти и сдать только через полгода. Более того, перед тем, как использовать полученную от донора кровь по назначению, ее, как правило, проверяют на наличие вирусов и заболеваний. Определяют группу и резус-фактор. Затем помещают в специальную морозильную камеру на полгода до повторных анализов. И только потом вливают больному. Чем больше людей начнут сдавать кровь, тем выше гарантия, что в критический момент родным нуждающегося не придется самим заниматься поиском срочно понадобившейся редкой группы крови. Дана Плиева, Асхабила, Киев. Новости 24.